Всем добрый день. Вот сегодня мы открываем выставку памяти Луизы Юманка. Мы сегодня немного расскажем о работах Луизы. Елена Николаевна расскажет и покажет книгу, которая вышла. Вот. Пришел отзыв очень интересный Сергея Бирюкова на эту книгу. Вот. С ним мы тоже познакомимся, да, Елена Николаевна? Так что давайте мы начнем. Значит, выставку мы назвали «Луиза Юманка. Ее миры». Дело в том, что любая творческая личность, любой художник, писатель, композитор и так далее создает творец, творец, конечно, не просто, значит, художник там, и так далее, а именно творец. Он создает мир, свой мир. Вот. И в зависимости от силы его одаренности, от силы таланта этого автора, этих авторов, этот мир, он более богатый, менее богатый, более впечатляет, менее впечатляет. Вот. То, что касается художников, которые работают, как известно, с двухмерным пространством, есть верх и низ, о графике, о живописи. Вот. В зависимости, мое мнение, в зависимости от степени таланта и одаренности художника, этот двухмерный мир может или не может превратиться в трехмерный мир. Вот. А у некоторых особо одаренных, значит, художников и личностей этот трехмерный мир может превратиться даже в четырехмерный, где есть не только высота, ширина работы и глубина ее в пространстве, но и подключается еще такая категория, как время. То есть, когда мы смотрим работу, значит, взгляд у нас идет с одного конца в другой этой работы, вот идет по этой плоскости, и в зависимости, какие краски мы смотрим, в глазу у нас эти краски накладываются, и получается такое очень интересное впечатление от этого всего. То есть вот это вот временной фактор, можно сказать. Почему я это говорю? Потому что если смотреть, первоначально посмотреть на работы Луизы, то нам покажется, что интересные абстрактные работы. То есть они гармонично выполнены, краски подобраны удивительные, вот, все там, так сказать, еще перетекает. Вот. Но дело в том, что вот это вот, на мой взгляд, вот эта вот гармония, такая живописная, она создается не из-за того, что художник Луиза стремилась подобрать гармонично эти краски, направить эти краски в каком-то направлении. На мой взгляд, не из-за этого. А дело в том, что Луиза в своих работах, творя свои работы, творя свой мир, она как раз и создавала в этих работах именно мир. И поэтому эти краски становятся гармоничными, поэтому перетекают из одной краски в другую, создавая какое-то движение. Именно поэтому. Вот, а не потому, что вот она стремилась в своих работах создать какую-то гармонию красок, гармонию там, движения какого-то. Не поэтому. А то есть создавая мир, творя мир как художник, вот, Луиза как раз и делала эти работы такими удивительно гармоничными, удивительно такими певучими, так сказать, двигающимися и так далее. То есть именно благодаря этому. И поэтому мы назвали эту выставку Луиза Юманка. Ее миры. То есть вот здесь как раз вы видите ее, то, что сотворила Луиза Юманка, именно то, что, какие миры она сотворила. То есть и вот тут как раз вот не только они плоские, эти работы, вот если посмотреть на них внимательно, то они объемные, вот, и если смотреть очень долго, то они начинают крутиться, вращаться, вот, то есть жить своей жизнью. То есть этот мир, он живой. Вот что можно сказать о работах Луизы Юманка, на мой взгляд. Вот. А сейчас я хочу попросить Елену Николаевну
тоже рассказать несколько слов о своей сестре, поделиться воспоминаниями, рассказать немного о книге и вот показать. Я сидя буду говорить. Конечно, да. Ну, я, конечно, могу говорить очень много. Если сказать, теперь ее нет, если сказать, как-то коротко и характеризовать ее, я бы сказала так. Это человек, кажется, инвалид первой группы, читать не умеет, писать не умеет. Кажется, что какое-то такое существо наивное, детское. Вот нет, где так? Это все не так. Этот человек был очень сложен. И мне кажется, что в нем было отражено, цивилизация ее не коснулась. Это был обнаженный образ творчества, вот такой обнаженный. Когда Лиза, короче говоря, в нашем доме начали пропадать бумаги. Вот так пишешь и выбросишь. Потом смотришь, и в мусорном ящике нету. И у Гены пропадает бумага, и у меня пропадает бумага, что-то делается. Вот. И это все потом все обнаружится под ее кроватью, там будут целые пласты. Когда нас нет, она там рисовала. Вот. И вот когда Лиза, я говорю, почему это обнаженный образ творчества? Когда писала, это был совершенно другой человек. Это какие-то жесты, она хочет по-другому, она держится по-другому. У него совершенно... Вот я ухожу на работу, да, и дочь моя в школе. Вот придешь, и она говорит, ну ты рисовала много там, много нарисовала. Нет, ничего не получилось. А там кипа. Она говорит, нет, ничего не получилось. Как ничего не получилось? Ты же столько нарисовал. Нет, это не то. И очень такой, очень грустный человек. Ела, когда она рисовала, абсолютно она не ела. Потом приходишь в следующий раз и говорит, я говорю, посмотри, получилось у нее. Ну там тоже кипа может быть, но она ей вытащишь одну. Вот это цокает языком. Вот так она делала. И совершенно этот человек меня всегда поражал физически по-другому. Она чувствует себя великолепно. Движения у нее другие, абсолютно. Она же ведь вроде послушная, такая, смиренная. Нет, властные, совершенно властные движения. Я раз пришла, она там оккупировала на кухне большой стол. Я пришла с работы, я говорю, убери быстро. И я никогда не говорю тебе, убери быстро свои бумаги. Почему ты мне говоришь? Вот. А когда, вот мы живем же, это все бытовые, а когда я совершенно поразилась, мой брат получил стипендию в Германии, и Гена не знал, что Лиза рисует. Гена думал по-другому, так как она очень любила бумаги. Она часто говорила, что я писала письмо сегодня. Говорит, Гена, я письмо написала сегодня, надо отправить. И Лиза говорит, а Гена говорит, да, там 5-6 страниц. Ну, почитай, садится, как всемирно известный писатель, берет, движения совершенно другие. Ну, слушайте. И тут открывается вся ее суть крестьянская. Кому-то она обращается. Как вы живете? Мы живем хорошо. А там только каракули. Мы живем хорошо. Все у нас хорошо.
хорошо. Мы картошку уже посеяли, окучиваем. Все описывает весь крестьянский труд. И потом из крестьянского труда больше всего любила тыкву. А вы уже, наверное, картошку посадили, взошла картошка. Не забудьте посеять тыкву, не забудьте посеять, оборачивается. И все это Гена падал сосенку. Сначала мы падали сосенку. И Гена говорит: Джамбо, ну Джамбо, ну Джамбо. Это когда бесконечные годы. И это так мы думали, что он. Да. И потом мне говорит: ты письмо послала? Послала. С почты? Марку приклеила? Да. Когда перейдет обратно? Сколько дней ждать? Сколько дней? Обратно письмо жена ждет. И вот этот немец, Гену послал немца ко мне, искусствовед. И он приехал. Мы не успели предупредить. Я немца не успела предупредить, что у нас больная сестра. И Гена не говорил ему: так, Евгения Николаевна, немец прекрасный, а вы кто? Я художник. Говорит людям. Ну, вообще обалдел. Я говорю: я художник. Ну, уже по-другому держится. Уже все, и стали смотрят. Да, вы художник? Да. Вы будьте любезны, покажите мне, пожалуйста, свои работы. И наконец, счастливый день. Вытащил из-под всех кроватей все наши эти потерянные бумажки. Немец весь потрясен. Лист так стоит. Ничего не говорит, но смотрит. Нравится немцу или нет? Значит, немец весь потрясенный, на меня посматривает, но немец же ничего не знает про нее. Что она больная, то-то, нет, не знает. И потом дрожащим голосом немец говорит: Луиза Николаевна, как вас зовут? Луиза Николаевна. Она это знает, Луиза Николаевна. И говорит: Луиза Николаевна, не продадите ли мне хотя бы одну работу? Лиза говорит: бери все. Я думаю: боже мой, все шедевры, бери все бери. Наконец-то минуту славы достоит. Ну, я как-то спасла там часть, но она подарила 5-6 штук. Говорю: какие, Луиза Николаевна, какие хотите? Выберите сами. Так она так соизволит. Выберите сами. Значит, да, выбрали. Ну, 5 дней счастливый уехал, и мне Гена через неделю устроил полный скандал из Берна. Вот ты, сестра, меня позорила. Господи, что я сделала? Что я сделала? Представляешь, говорит, тот художник, который был, меня пригласил в гости. Заходим в кабинет. Висит прекрасная работа. В рамке все. Потом Гена говорит: вот я смотрю, что-то как-то родное. Вот нравится мне эта мне работа. Гена говорит: ну нравится мне эта работа. И потом говорит, а Гена говорит: а кто это? Из России. Из России? Да кто это? Да ваша сестра Луиза. Гена не устроит. Вот, говорит, срочное высылание ее работы. В общем, вот так было. Лиза, вот она человек, вот в Лизе были дары, таланты, которых в нас не было. Были такие дары, которых не было ни в Гене, ни во мне. Гена пишет в своем дневнике, что мне, говорит, на ухо медведь наступил. Конечно, он любит музыку, внутри он чувствует музыку. Ну, нет, Гена не может петь. У меня медведь очень хорошо наступил на ухо. Я тоже чувствую, люблю музыку. А Лиза, этот дар был сполна. Вот в ком был чувство музыки, чувство невероятное. Вот приходишь с работы, я открываю дверь, моя дочь в школе, она сидит на кухне, поет,
слова не знает, но все поет мотивы. Прямо концерт. И как глухарь, который вот это, когда поет, не чувствует, что в него стреляют, вот все музыка, Лиза вся в музыке, я захожу, даже так, удивлен, что там тут ходит. Вот это был очень музыкальный человек, очень музыкальный. Вот эта музыкальность у нее проявлялась в быту очень странным образом. Чувство языка, вот сейчас тут письмо есть, вот этот прекрасный русский поэт Бирюков, он знает, вот я там говорю в одном стихотворении, танцевает листва, вот слово танцевает. Лиза танцует, Лиза прекрасно знает, что люди говорят танцуют, но ее чувство языка не может говорить танцую, он спускает, она говорит танцевают. Вот она, вот я говорю, листья танцевают. И потом был такой, есть такое вредное насекомое, называется по-русски оса. Оса. Лиза не дружила с осой. Вот я рассказывает хозяйке, сосед Евгения Петровна. Евгения Петровна, ведь меня оса, нет, Евгения Петровна, меня ася укусила. Какая ася? Говорит Евгения Петровна. У нас в деревне никаких ась, ни одной аси. У нас все Маши да Насти. Я-то не знаю, как хорошо, что в деревне нет. Ася живет в лесу. Ну какая Ася? Зловредная, говорит, меня укусила. Евгения Петровна на меня смотрит, все. Я говорю, потом я говорю, это оса. Это оса. Вот. И после этого я не могу говорить оса, потому что звук кончается вот здесь. Трудно. Она говорит, Ася. Говорит, меня Ася укусила. Говорит, открой, говорит, это вот Ася летает. Ася летает. Вот со словами сделан невероятный выкрутас. Вот танцуют? Нет. Русские говорят танцуют, она знает, танцевают. Потом комар был такой, мы же в деревне живем. Я говорю Ася. И Евгения Петровна говорит, Ася летает. Да, они говорят, в лесу живут Аси. Меня, говорит, укусила Ася. Теперь летает комар. Вот цивилизации ничего не коснулось. Как же она? Тамар летает. Я говорю, не Тамар, а комар. Нет. В деревне у нас есть Тамара Зернова, говорит. Но это не Тамара Зернова, это Тамар. Вот все вот так живешь. Лиза, человек, вот я раз видела картины очень известного художника. Вот. Меня совершенно поражало, что все есть в картине. Нет души. Все вижу в картине, все там, и солнце сияет, лука, но нет души. В Лизе трудно найти, где что, но там есть душа. Это душа вся. Это я вижу вот это, и поэтому я не картину вижу, я сразу вижу ее состояние. Вот как она такая была. И потом ведь она же очень немощная, слабая, и вдруг она вот пишет такие сильные вещи, движения. Вот это есть вот это зерно таланта, который не без оболочки обнаженный. Вот все это я вижу. И человек это был, еще вот расскажу, я могу про Лизу говорить, и Гена все время говорит, пиши книгу. Это не опишешь, только расскажу один эпизод, вот, чтобы понять ее, и это самое, и больше не буду говорить. Вот, когда Лиза болеет, я полном не шок. И мне лучше мне самой болеть, чем она. Вот как ребенок болеет, лучше бы я вместо ребенка болела. То же самое вот с Луизой. Луиза заболела случайно лет 20 тому назад миома. А мама моя умирала, наша умирала от рака матки.
И я знаю, что это так. Я в полной панике я нахожусь, если так. И мы через друзей, через друзей мы поехали в Волжский, такой был санаторий. Там нас приняли, все смотрели. Ну, в общем, там вот, надо же ее смотреть. Лиза, не прикасай врачей, только я могу, может кто-то, не прикасай. А так надо вот ее смотреть. Нет, движения нет. Вот мы ее повели гинеколог, нет, только нет. А врач говорит, ну, Лизочек, ну ты просто хулиганка. Врач хочет пошутить. Ну, все врачи чудесно относятся к ней. Ну, что, Лизочек, ну, хулиганка какая, ну, садись сюда. Ну, нет. Выходим. Нет, ничего, не разенится, стыдливо еще очень. Вот выходим. Идет Лиза впереди. Что мы вырвались оттуда целый невредимый, очень довольные. Походка очень... Лиза же очень нежное существо. Походка очень тяжелая идет. Девушка, подожди, говорит, уже пошли далеко по коридору. Подожди. Поворачивается, идет быстро. Я так за ней, так и открываю кабинет врача. Сама хулиганка. Сама хулиганка. И потом в какой-то комнате говорит, ой, идет по коридору, я за ней плетусь, очень, ну, голова уже по-другому держит, все по-другому. И пошли, и пошли. И очень интересно, вот переводчики Библии очень дружат между собой. Была алтайская группа, моментально помогает. Алтайская группа есть трава одна, они всегда говорят, что эта трава специально, наверное, Бог сотворил, но всегда же Бог сотворил для чего? Переводчики Библии немножко по-другому говорят. Это значит, мне говорят алтайские переводчики, Бог сотворил это для женских болезней. Мы ее вылечим. И через самолеты, через это, и к нам прибыла эта трава. Мы вылечили ее, и потом я не только лечила, все женские болезни, я стала по женским болезням лечить. Вот и так, и после этого и не было. Ну, она по-другому живет. Вот теперь, вот, гены это по-другому, вот совершенно очень, как сказать, я только поняла, вот сейчас, как будто вся моя жизнь держалась на этом человеке. Весь быт был на ней. И вот все, я немного, даже несколько стихотворений даже могу прочесть. И я не знала об этом, что, наверное, мне казалось, так как я же веду хозяйство, я опекун. Может, мне казалось, что на мне держится, нет. Вот сейчас это обнаруживается, что на ней это все держалось. Я только около нее якобы была, потому что я знаю все ее любимые блюда. Потом, как она была человек необычайной скромности и очень достоинство было. Сдержанность вообще была, сдержанность. Вот с Надей Сильвестровой, иногда вспоминаем, она была очень человек ритуальной и народной культуры. Вот если придет в гости, Лиза делает все то, что делают чувашские хозяйки, допустим, да? И потом она знает, когда мы живем вдвоем, она как будто я главная, но она знает, что она старше меня на 2 года. Для людей это уже, при людях она держится совершенно по-другому. Там она будет приказывать, можно сказать. И делать все то, что нужно. Вот Надя Сильвестрова очень хорошо знает. Когда мы, например, садимся, да, за стол, Лиза посмотрит, так как
Мамы нет, она старше в семье, она сейчас должна вести все обряды. Если все посмотрит, все, то. И потом чувствует, что приближается момент тоста, и же стоит гордо. Никто ее не просит, она вот тут садится, встает гордо, поднимает гордо тост, и потом начинает смотреть на гостей. Евгения Петровна, не болейте, хорошо живете. Галя, не болей, хорошо живей. Там Сергей, не болей. И все на них смотрят. И может быть главный гость, немец же, на нем он будет держать долго. Не болейте. Маме скажите, папе скажите, и потом пьет. Вот этому пьет, садится, всему шумит, она нет. Она уже свое дело сделала, со столом болтать не нужно все это. И потом будет, когда будет уходить этот гость, еще все ритуально все посмотрит. Тебе говорят, идите, все хорошо, не болейте. Вот так. Всех это провожает, потом уходит. Все она исполнила, и потом скажет, а хороший мужик был, скажет гости. В общем, вот так, жить без нее тяжело. Я утром слышала ее шорох, потом знаю все ее любимые блюда, поэтому и готовить-то я не могу. Потом чувство красоты совершенно утонченные. Вот перед смертью она вдруг говорит, в июне она будет умирать, хочу землянику. И земляника еще, соседка Наташа пошла в лес и нашла, 5-6 начали краснеть. Бок красный, а это зелено-белый. И вот так потолкла все это. О, как пахнет. И потом так посмотрел на меня виновата. Думает, что она... Я же хотела, чтобы у нас есть. Поем. Потом. И не поем. Вот так. И такие дела. Вот я думаю, что... Я это часто говорю, что я, наверное, не такой злой человек. Ну, если бы не было ее в моей жизни, конечно, я была бы человеком гораздо хуже, гораздо. Вот и она, я действительно так думаю, что это мне говорит отец Гурий. Отец Гурий просто удивительно нам помог. Мы же находились в деревне в Тверской области, и это был бы ужас, если бы она там скончалась. Я позвонила в епархию, отец Гурий сказал, немедленно выезжай, немедленно выезжай. Я посылаю автобус. И они послали автобус, я приготовила ужин, уже договорились, что это мы поужинаем и на автобусе поедем. Вот. И в это время позвонил отец Гурий, я говорю, мы выезжаем в Чебоксары. Я говорю, мы сейчас поужинаем и поедем. Я говорю, никаких ужин, сию минуту. И мы оставили все. Это мне очень напоминает рассказ мамы. Потом скажу, какой рассказ. Мы все оставили, быстро сели на автобус и выехали. И мы успели сказать, а здесь уже было договорено это самое палата на двоих. И мы успели приехать, и на автобусе на всю ночь мы спали рядом. И она все время говорила,
сажаешь на автобус, когда обними меня, обними меня. И вот мы с вами с ней по обнимку. И вот мы так прибыли, а через сутки расканчивалось. И потом я сказала, что в ней было даже физически вот то, что у нас не было, было близко вот красивое. Гена всегда говорила: вот, Ева, у нас с тобой не такие красивые руки, у нас ногти, как у коровы, говорю, плоские. Говорит, посмотри, какие руки у нее, чистые аристократии. Это невероятно красивая рука. И вот перед тем, как умереть, наверное, за полдня, я вдруг вижу, что эта рука болит, лежит на простыне. И сумасшедшей красоты. Так лежала ее рука, и, наверное, отмирала, наверное, нервная система, я думаю, вот так. Невероятная рука, пальцы длинные и такие выпуклые, выпуклые, аристократия. Вот такие, так лежала, наверное, отходила, наверное, нервная система, умирала она. Мелко-мелко дрожала эта рука. Невероятная красота, невероятная красота. Вот такая была моя сестра. Я прочитаю вам 2-3 стихотворения. Одна. Даже может быть. Это было весной. Весной умирала. Журналист может действительно книгу писать. Вот я могу. Сейчас я. Вот летом начинается, да? Чуть-чуть. Я почитаю несколько стихотворений. Она очень любила с этой тыквой. Я часто думала, почему она так тыкву любила. Я думаю, что тыквы желтые. Мне напоминает какой-то цветок. Все цветут на ветках высоко, а тыква цветет прямо на земле, большая. А сама тыква, кстати, не ела, вот такая тыква. Вот так. Мне так начиналось это, так сказать, обнаруживаться, что я прочитаю немного. Вот черемуха должна была цвести. А мы живем в деревне, в Тверской области. Черемуха, не отцветай. Лиза еще не видела, как цветешь ты в 21 году. Подожди, черемуха, не отцветай. И еще, чуть еще почитаю. И с Геной это уже связано. Вот с Геной по-другому я воспринимала. Вот с Геной, сейчас буду его детей вспоминать. Это была страшная зима. Вот я пишу об этом. Я помню снега 6-го года. Мою боль превращаю в печаль. Тогда помогали мне иероглифы Бога. Я не забуду этот миг вовек. В 21 году, снимая с меня нестерпимую боль, помогали мне облака. Я не забуду этого вовек. Мой брат и сестра. В конце прочитаю. Казалось, будут только снега. Разум говорил, не так. Кроме снегов есть и цветы лучезарные. Кажется, на земле нет утешения. Не так. Утешение есть, ибо есть утешитель, и же везде сын. Слава Богу за все. И же везде сын — это из молитвы Святому Богу. Там Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, и же везде сын.
Еже везде свет, везде есть. Святой Дух есть везде. Вот так он кончается. Ну, очень много говорила, и еще что-то хотела сказать. А что-то хотела сказать, как мамочка, да. Ну ладно, забыла. В следующий раз. 21. Вот такие дела. Спасибо большое. Вот эту книгу сейчас мы не будем раздавать, 21-го мы еще соберемся, и все. Я немножко не удержалась, чуть-чуть у меня слеза вышла, так что простите. Слеза не только у вас вышла, она вылилась. Да, еще есть одно стихотворение, которое очень любит моя сестра. Называется, да, это было очень интересно, как стихи пишутся. Я сижу у врача, да, когда скончалась Лиза, я тоже в больнице, и мне врачи сказали, что мы пускаем только на похорон с одним условием, чтобы вы сразу же вернулись. И вот я готова, мы вас не выпустим, лечить. Я вот сижу у врача, и из окна видно березы. Начинается осень. Очень красивый свет падает, и я вижу березу насквозь. И вот это стихотворение я написала прямо в кабинете врача, когда сидела у него на приеме. Вот как пишется. Я смотрю, врач мне что-то говорит, я смотрю через окно, эту самую вижу березу. Вот она, вот таком видим там, вот так, начинается так. Уже золоченая, еще и еще золотилась береза. Потом, будто на вечную память, золотила скамейку, где мы с Лизой сидели, и тропинку, по которой спускались к реке. Сейчас сквозь ее голые ветки видны облака. Смотрю, и хочется смотреть в них, медленно плывущих по небу, как в молитве есть для земных утешения. Спасибо. Спасибо за все. Кто хочет сказать? Позвать тогда. Здесь все эти стихи, я скажу, все эти стихи вошли в форму, который буквально вчера пришел из типографии, можно так сказать, да, Игоря Лангина. Игорь. Удивительная книга, и мы хотим дать слово Игорю Аркадьевичу, чтобы он рассказал, как он делал эту книгу, и почему она такая необычная. Ну, в книжку вошли стихотворения, которые были новые, и старый, как бы, первый, из первого каталога, здесь тоже текст есть, который писал Агим, и первую выставку сделали с Геннадием Николаевичем. И мне было интересно, как раз он рассказывал о том, что вот Луиза дружили с художниками знаменитыми, и они очень ценили работу. Мне это было интересно услышать. Вот, такой знаменитый портрет Зверева, портрет Луизы. Да, здесь есть небольшой рассказ о том, как это все было сделано. Вот, и Юрий Николаевич тоже рассказывал. Ну, я бы сказал, что это то, что я видел у Зверева, это как бы одна из самых лучших работ для меня лично. Потому что Зверев он очень стал знаменитый, и много подделок, просто очень много подделок, просто наверное количество подделок. А эта работа, она как бы имеет историю, это как бы подлинник работы Зверева. Здесь не передает всего очарования, что такое, а третий формат.
А? Большой портрет. Это большой. Вот такой вот висит. Такая. Да. Вот такая рама большая. Вот, ну то есть вот в каталог входит вот сборник текстов. Здесь представлены и слова Игоря Улуха, Сергея Бирюкова, Азнара Хузангая и Аллы Луизи, вот из первого каталога. Ну и как такое дополнение, вот еще есть такая открытка, это семья, она как бы передает дух времени. То есть мне показалось тоже интересно. Это в то время, когда мы поехали в Финляндию. Да, мне Геннадий Николаевич рассказывал, как это все происходило, потому что он был маленький, но он помнил, он был сильно трясти. Да, поехали. Тебе сестры там. Да, да. То есть когда Вот уже это, война... вот это все Юманка. И мама же Юманка, и мать и папа Юманка. А если он... Вот. Ну и здесь как бы работа Луизы. Ну я ее, она здесь вот представлена на выставке. Да, она такая, ну, карандашная, на белом фоне, но в принципе смотрится очень хорошо. И если можно так сказать, я как бы интерпретатор ее работы. Но это направление, оно считается как бы очень популярным на современном искусстве. Это искусство ан-брюн, то есть искусство людей, которые на обочине официального искусства, они где-то так не афишируют о своем творчестве, но работают как бы для себя. И потом уже, и даже не показывают работы, и потом вот какие-то, скажем, можно взять такой пример. Пиросмани и художники Илья Зданевич, который его как бы открыл для русского авангарда. Вот. И Луизу как бы тоже открыли художники, Анатолий Зверев, Ворошилов. То есть для них это было действительно очень, не просто там снисходительные какие-то разговоры, это было для них очень, очень такое живое искусство, очень такое непосредственное, то, к чему художники хотят возвратиться, потому что мы становимся заложниками форм, заложниками каких-то идеологий, а вот так вот непосредственно выразить через какое-то абстрактное искусство графическое, это очень как бы, большая ценность на самом деле. И поэтому то, что Зверев очень ценил и хотел даже, Зверев написал его за секунду. Секунду, да. Да, они шли с Геной отмечать Новый год, вместе они шли. Это Гена идет впереди, и Зверев за ним. И вдруг остановился, Толя говорит: Ева, ты говорит, завтра Новый год, все дарят, у меня же ничего нет. Говорит, потом вдруг: у тебя же всегда картон есть, дай мне картон. Вот такой, я картон дала, он так посмотрел, я голову мыла, потому что я тоже собиралась встречать Новый год. Так, раз. А Ген говорит: быстрее, Толя, быстрее, Толя. Вот, и мне осталась секунда, потому что он нарисовал, мне фиг туда, и потом давай еще. На меня я голову мыла с такой прядью. Все, вот и стал шедевр. Да, действительно. Да. А я со Зверевым там встречался, когда посетил выставку на Малом Грузинскую, но мы были незнакомы, я был просто посетителем. А он ходил по выставочному залу на Малом Грузинской, если кто помнит, он тоже такой небольшой. Какой-то бородатый дяденька ходит, смотрит, я думаю, наверное, художник. И побежал смотреть, там перед входом были такие большие портреты художников, была большая групповая выставка. Я смотрю, точно, Зверев. А работы были просто там великолепные. Что-то похожее на Луизу. Но для меня это было просто... Вот я вижу эти картины, я очень люблю картины, очень люблю. И потом очень интересно, вот когда мы жили, это была другая квартира, жила рядом
Они занимались торговлей, муж с женой. Совершенно замечательные соседи. И иногда говорил, Катерина Николаевна, может, я посижу здесь? Вот две голубые работы у меня висели. Вот она сидит, вот говорит, время от времени, говорит, я так устала, может, я приду, потому что они у меня висели, они вон там висят. Вот говорит, я все прихожу в себя, вот уходишка. Ну да. Есть такое. какое-то раскрепощение. Да. Но мне кажется, что можно Луизу считать ученицей Зверева. И Нет, все-таки это меня очень удивляет. Она же такая вот немощная, такая, и вдруг такие, как это вот вырывается. Вот это был очень талантливый просто человек. И там вот она и вырывалась. Мне кажется, эту выставку можно показать в музее Зверева в Москве. Они будут просто, на самом деле, ошеломлены, что есть художник. Хорошо, спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. Тут, конечно, Зверев важный вопрос. То есть Зверев от совсем другого направления, он более агрессивный, более такой. А тут все-таки совсем другое, конечно. Большое спасибо, что вы пришли. Большое спасибо, что вы посмотрели. Вот. Так что давайте теперь посмотрим еще раз выставку. Всем спасибо.